Дорогие коллеги, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, открытие такой школы, хочу в первую очередь, конечно, поблагодарить наш центр, потому что это замечательно, что мы сегодня говорим не просто о семинаре или конференции даже, или о какой-то другой единой, одноразовой, так сказать, встрече. Сейчас мы много делаем на эту тему, много встречаемся, говорим, делаем презентации и так далее. Но то, что вы сделали проект «Школа», то, что это проект будет идти не 1 год, как, по крайней мере, как я в курсе, это очень важно. Это важно, потому что это показывает системность работы, и это показывает серьезность этой работы и значимость для предмета. И, конечно, широкий круг вопросов, которые перечислены вот в программе этой школы, это тоже очень важно, потому что мы, как говорится, не только о фольклоре говорим, мы говорим о традициях вообще, о народной культуре традиционной. И это сегодня один из таких важнейших вопросов, которым в том числе занимается и Государственный Российский дом народного творчества, и вся сеть домов и центров народного творчества в субъектах Российской Федерации. Это сегодня привлекает большое внимание и органов власти, и органов управления культурой, и специалистов всевозможных по данному направлению, ну и, конечно, работников культуры. Мы в прошлом году, в позапрошлом уже году создали совет, экспертный совет из лучших специалистов России, вот по разным направлениям, но все вместе по традиционной народной культуре, который будет, надеюсь, очень поможет в нашей работе, в той работе, которую мы и центры все, подчеркну специально, потому что сегодня уже более чем в 50 центрах у нас есть и реестры объектов нематериального наследия, и мы много делаем для того, чтобы эта работа развивалась и продолжалась. И надеюсь, что экспертный совет поможет нам, кстати, и в вопросах формирования федерального экспертного совета. Аналогичная работа по созданию советов и рабочих групп идет в регионах. В общем, это большая и масштабная работа. И я очень рассчитываю, что все слушатели, которые сегодня участвуют вот в этом заседании, в этой школе будут участвовать, они все также подключатся активно к этой работе. И, разумеется, мы с вами понимаем, что мы делаем очень нужное и важное дело. И я хочу еще раз поздравить Центр с таким замечательным проектом и надеюсь, что он принесет свои замечательные, хорошие плоды. Всего доброго, хорошего вам, хорошей учебы. Спасибо. Спасибо огромное, Мария Вахтанговна. Как мне подсказывают администраторы, более 70 человек подключилось к нашему вебинару из всех 20 муниципальных образований Республики Коми. А сейчас, я думаю, мы непосредственно можем перейти к программе. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш вебинар сегодня посвящен народному календарю, и мой доклад тоже будет, собственно, посвящен проблемам, с которыми мы сталкиваемся, при составлении описаний народного календаря в каталоге объектов нематериального культурного наследия. И прежде чем говорить конкретно об описаниях календаря, я бы хотела напомнить вам, что такое нематериальное культурное наследие, что такое каталог. Следующий кадр.
Нематериальное культурное наследие по определению ЮНЕСКО – это обычаи, формы, представления, выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты, культурные пространства, признанные сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными людьми, как в части их культурного наследия. Вот это очень важно, что человек является как бы наследником того, что он хочет как бы сохранить и использовать в своей деятельности. Да? Потому что понятно, что наследие существует только тогда, когда у него есть наследники. Если наследников нет, то это, скорее всего, памятник или это просто забывается. Да? Соответственно, каталогом объектов нематериального культурного наследия народов России является информационная система, включающая в себя банк данных объектов нематериального культурного наследия, единство и сопоставимость которых обеспечивается за счет общих принципов формирования, методов, формы ведения каталога. Надо сказать, что ситуация с каталогом не была гладкой. Да? Первоначально был создан реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, который, как бы, наверное, многие из вас видели на Росфолкнаследии, на сайте Росфолкнаследия. Он довольно активно функционировал, пополнялся объектами из разных регионов, пока как бы Министерство культуры не приняло решение о ребрендинге, и в результате этого сначала новую систему классификации разработал Институт искусствознания, а потом был создан новый каталог на культуре РФ, который был направлен на совершенно другие цели. Да? Если тот, который был на Росфолкнаследии, этот пилотный проект, был связан прежде всего с тем, чтобы работники культуры видели, что в их регионе есть из традиционной культуры, что можно использовать в своей деятельности, то объект культуры РФ был направлен скорее на педагогическую деятельность. Да? Он был связан преимущественно с педагогами, и, соответственно, этим объясняется его такая некая однообразность. Да? Он направлен преимущественно на песенную традицию, да, этнографии там совсем практически мало, да мало и вообще, собственно, всех остальных жанров. Причина этого в том, что в основном, конечно, объекты делались профессиональными этномузыкологами, хотя как привлекались и специалисты других специальностей. После того, как было принято решение о создании уже новой базы, уже не пилотного характера, стал вопрос о том, что такое объект нематериального культурного наследия, и было как бы дано такое определение, как то, что объект нематериального культурного наследия России, следующее, это целостный структурно-однородный фрагмент традиционной народной культуры, зафиксированный в конкретной локальной традиции в определенный период времени. Казалось бы, именно с этим мы и имеем дело. Но когда мы обращаемся к материалам календаря народного, то выясняется, что наблюдается целый ряд таких, скажем так, типических ошибок в составлении описаний. И связан он именно с тем, что каждый по-своему понимает слово «целостный», каждый по-своему понимает слово «структурно-однородный», каждый по-своему понимает слово «локальная традиция», и определенный период времени тоже очень расплывчатое понятие. Таким образом, да, следующую, пожалуйста, как бы вещь. Значит, вот если мы обратимся к категориям и подкатегориям объектов нематериального культурного наследия, то среди категорий мы найдем такую как бы разновидность, как обрядовые комплексы и праздники. Совершенно понятно, что именно эта подкатегория и является той самой вещью, которая связана с народным календарем. А подкатегория, как бы следующая, если можно кадр, да, назад,
Вот. А в подкатегории мы выясним, что есть календарные обряды, традиционные народные праздники и современные праздники с традиционными элементами. Вот здесь надо сказать, что так сложилось, что преимущественно от регионов подаются именно календарные обряды. Традиционные народные праздники подаются существенно реже, а современные праздники с традиционными элементами практически не подаются, да, потому что вот эта вот граница между традиционным элементом и современным праздником, она, как бы, к сожалению, очень и очень сильно размыта. Давайте рассмотрим те объекты, которые, собственно, называются, собственно, календарными обрядами. Да, следующий, пожалуйста, кадр. Ну вот, если мы к ним обратимся, то выяснится, что из всего как бы комплекса народных праздников, да, из всего как бы комплекса поданных объектов, федеральный каталог, есть две даты, к которым, собственно, приурочены основные такие праздники. Это Святки и Троица. Но дальше анализ показывает очень интересную вещь. Да? У нас есть несколько праздников, которые действительно представляют собой целостные объекты. Вот одним из таких праздников является престольный праздник Троицы в селе Безводное Крестовского района Нижегородской области. Он описан полностью от костюма до обрядовых действий, совершается, как и положено, на саму Троицу, да, идет период подготовки, это все как бы описано в обряде. Еще два таких праздника. Увы. Попробуем. Не получается, придется вертеть вручную. Это святочные обряды в Сосновском районе Нижегородской области и троицкие обряды в селе Росса Шипьевского района Воронежской области. А вот дальше, следующий кадр, мы сталкиваемся с тем, что объектов довольно много, да, как бы подается. Но это не описание календарных праздников, а описание части обрядовых комплексов. Это такая довольно типичная ошибка, если ее рассматривать если рассматривать определение объекта нематериального культурного наследия как целостная картина традиционной культуры. Особенно этим грешат как бы этномузыкологи, потому что они как бы фиксируют, естественно, как и положено им по профессии, на музыкальной стороне обряда, и поэтому из как бы целых обрядовых комплексов вынимаются те фрагменты, которые связаны с музыкальной традицией, да, с музыкальным наследием того или иного региона. И вот я вывела вам на экран, собственно, целый список объектов, которые вот именно эту ситуацию показывают. Да? Это не весь святочный комплекс, это только как бы отдельные его фрагменты, это не весь масленичный комплекс, это только песни этого масленичного комплекса. Да? Мы можем как бы продолжать до бесконечности. Да? И обвинить музыковедов в том, что они делают такие объекты, тоже рука не поднимется, потому что это очень тщательные описания, очень красивые, да, но они не представляют целостной картины, они заняты только музыкой. Следующий фрагмент. Есть другие подходы, например, подходы как бы не этномузыкологов, а, прямо скажем, этнографов, например, да, когда дается тоже часть обрядового комплекса внутри обряда, самая яркая, самая красивая, лучше всего сохранившаяся. Например, пасхальные качели в русских селах Удмуртии. Да? Понятно, что пасхальные качели, они ставились на Пасху, да? Но они существовали в контексте пасхального обряда целиком. Пасхальный обряд в целом
не описано, описаны только качели, да. Точно так же, как святочные гадания в Селивановском районе Владимирской области. В Селивановском районе Владимирской области богатейшая святочная обрядность. Вот как начинается от рождественского сочельника, так и до крещения все очень насыщено обрядовыми действиями. Но в описаниях дана только система святочных гаданий. Очень интересный следующий кадр, очень интересная ситуация с праздником Вознесения. Да? Казалось бы, ну, такой праздник, описывать его одно удовольствие, да, довольно насыщен обрядами, не очень растянут во времени, поэтому возможность описать его есть. Описание одно единственное. Праздник Вознесения в Пашихонском районе Владимирской области описан от и до, а во всех остальных случаях описаны опять-таки фрагменты. Более того, весьма интересно описаны, даже праздник Вознесения упоминается в этих описаниях один раз, что эти действия производятся на Вознесение. Да? Похороны стрелы в Новозыбковском районе Брянской области, приготовление каравая на Кукушкины именины в Брянской области и похороны кукушки в Белгородской области. Да? Все эти обрядовые действия, они вписаны в контекст праздника Вознесения, но праздник Вознесения упоминается только как временная дата. И больше в описаниях праздник Вознесения вообще не упоминается. А между тем эти обрядовые действия, они вообще-то как бы существуют только в контексте именно Вознесенского праздника. Еще интереснее ошибка, да, бывает следующий слайд. Это когда объединение всего календаря в единое описание. Вот есть несколько таких описаний. Это календарные обряды донских малоросов и календарные обряды песни хоровода черниковских переселенцев в Новосибирской области. Совершенно понятно, что это не единый комплекс, да? То есть с точки зрения науки, да, это называется народным календарем. С точки зрения существования традиции, это комплекс вот этих самых календарных обрядов, песен, хороводов, да, разные. И, соответственно, понятно, что святки и троицы в одном описании для каталога быть не могут. Вторая проблема, которая у нас есть, следующая категория, это праздники, которые так называемые праздники не в числах, да? То есть те, которые как бы связаны с какими-то другими праздниками, отсчет от которых ведется там по определенной системе и так далее. Ну, собственно, те же Пасха, Троица и Вознесение, например, они у нас не в числах, да? Но от них обычно в русской традиции, например, ведется отсчет так называемых пятниц. Да? И, соответственно, вот такие вот праздники не в числах, которые как бы связаны там с 1, 5, 10, 9 пятницей, от Троицы, от Пасхи, от Вознесения, вот они как бы существуют и в реестре довольно подробно описаны. Да, это преимущественно обряды южно-русские, да, связанные с вождением русалки, вот они есть в Воронежской области, они есть, собственно, в Брянской области, да, но вот в каталоге как бы русалка закрепилась за Воронежской областью, а все остальное другое. Надо сказать, что если для русской традиции характерно преимущественно праздники не в числах, то для традиций других народов существенно чаще у нас праздники и обряды, связанные не с календарной датой, а с началом или завершением какого-то действия. Да? И вот таким вот одним из таких праздников является праздник Приморского, который зафиксирован в Приморском крае. Это праздник народа УДГ, Сагди-Дава, большая рыба, посвященная началу путины, связанной с ловлей киты. Да? И вот этот объект довольно подробно описан, и праздник как бы отмечается довольно давно, ну, то есть он как бы отмечался всегда, но даже не то, что он был возрожден, он просто и не умирал, да, его как бы справляли все время. Другое дело, что
постепенно он перешел из как бы такого стихийного праздника в узаконенное действие. Еще одним таким праздником является праздник, дедойский праздник окончания зимы, который называется Игби, да, в честь бублика, который пекут в этот день. Отмечается он в Дагестане, в селе Шатли, ну, относительно отдаленное горное село, вот, в котором устраивается такой замечательный карнавал при изготовлении вот таких вот необычных костюмов, масок и всего остального. Такой же праздник, такого же плана отмечается в Республике Татарстан. Татарский календарный обряд Карга-Баткасы, да, грачиная каша, отмечается в конкретном селе, и в данном случае как бы вне зависимости от действий работников культуры отмечался всегда и продолжает отмечаться сейчас. Активно участвуют все жители села, да, сначала идет сбор продуктов, потом варка общинной каши и так далее. Да. Существенно интереснее, например, обряды Смоленской области, да, которые тоже связаны с действием, с жатвой. И вот здесь вот интересный объект. Да, у нас, вот я вывела старые фотографии, но на самом деле новые фотографии ничуть не менее интересны, потому что на самом деле как бы показано, как вот этот ручной труд постепенно переходит в машинный, соответственно, вот это вот жатвенные обряды, которые совершаются в рамках как бы сельскохозяйственных обрядов завершения полевых работ, да, постепенно превращаются в тот самый день механизатора, который, наверное, многие из нас как бы помнят. Совершенно замечательный праздник в Удмуртской республике, да, обряды северных удмуртов провода льда. Очень как бы интересные, насыщенные обрядовыми действиями и совершается до сих пор. Фотографии, как вы видите, практически современные, да, сделаны несколько лет назад, совершенно спокойно во многих как бы селах Республики Удмуртия. Да, ваш праздник хорошо вам знакомый, любимый, являющийся, как бы можно сказать, одной из визитных карточек Республики Коми. Это горка, да, праздник, который отмечает временной цикл. Да? Хотя горка отмечается в совершенно конкретный день, но тем не менее она маркирует временной период от Николы до Петровков, и, соответственно, вот этот день, этот праздник тоже может попасть и, собственно говоря, поставлен в очередь для внесения в каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Однако все как-то немножко забывают о том, что существует еще один тип праздников, это так называемые съезжие праздники, да, которые на самом деле довольно популярны на русском севере и северо-западе, и были как бы там популярны довольно долго. Да. Это система съезжих праздников, когда в целом кусте деревень, да, по очереди отмечали отдельные праздники. Вот, к сожалению, в каталоге всего один такой объект – это съезжие праздники, их музыкальное оформление в Лешуконском районе Архангельской области. К сожалению, как бы праздник как бы умер, существует уже только в воспоминаниях людей, и практически не используется вот эта вот система своего праздника, да, как бы в работе учреждений культуры. Еще более интересно – это восстановленные и реконструированные праздники. Вот таким вот восстановленным и реконструированным праздником, да, на основе воспоминаний, на основе каких-то архивных материалов, да, является праздник, который делается с Сахалинской областью, да, Нивский праздник обновления природы
Питул, да, или Чирань, да, это как бы проводы зимы, встречи весны. Это праздник на самом деле родовой, да, он не очень календарный, как бы с точки зрения вот привычной привязки к календарным датам. Это встреча двух как бы, нивских родов, да, из двух населенных пунктов, которые как бы встречаются весной вот в этот день для того, чтобы как бы, ну, обменяться, грубо говоря, новостями. Традиционно так существовало. Постепенно праздник забылся, естественно, в связи с изменениями социальных условий жизни. Но в некий момент в конце 90-х годов было принято решение старейшинами этих двух никских родов праздник восстановить. Была проведена очень большая работа по сбору материала, по информации и в настоящее время по изготовлению инвентаря, да, потому что в этом празднике присутствует очень много элементов предметного мира, в том числе как бы определенным образом сделанные лодки. Эти лодки были сделаны, и как бы праздник уже на протяжении нескольких лет проводится. Следующий, пожалуйста. Таким же праздником восстановленным является Камчатский праздник, который на Камчатке, да, отмечают этельмены. Это праздник обрядового такого характера, Алхалалай, связан тоже как бы с тепло, с приходом тепла, с началом как бы теплого как бы времени года. Ситуация как праздник не существовал довольно долго, да, и потом, восстанавливая как бы танцы, они нашли информацию об этом празднике и восстановили не только танцы, но и весь обрядовый цикл. Опять же, ваш праздник, да, это праздник Лут, традиционный праздник коми-ижемцев. Как вы знаете, возобновлен он в 1991 году. И с моей точки зрения весьма успешно отмечается, да, и весьма успешно существует, становится уже таким как бы неким брендом коми-ижемцев, да, и, собственно, всей республики, наверное. Надо сказать, что помимо, собственно, календарных праздников, да, вот которые есть в реестре, как бы именно привязанных к календарю, надо понимать, что могут быть объекты, которые, собственно, к календарю не привязаны, находятся вне вот этих календарных разделов реестра, но с календарем связаны. Это прежде всего раздел, который называется «Народные знания», и внутри него есть описания, которые связаны с верованиями. Вот, например, такой объект, как народное представление о празднике Благовещения в том же Судогодском районе Владимирской области. Это, безусловно, календарное описание, но праздник как праздник уже в регионе не существует. Однако память о нем сохраняется, и очень много представлений, связанных с Благовещением, да, и он и не отмечался, собственно, как такой некий массовый, да, праздник. Но вот эти представления сохранились, да, и вполне возможно, что это даст толчок для того, чтобы где-то на этой территории праздник стал как бы вот таким вот своим, престольным, да, как бы связанным с днем деревни или села и так далее. Да. Вторая категория объектов, которые тоже вне календарных разделов, но тоже могут быть связаны с календарем. Это почитание святых мест. Да? Это несколько таких объектов, их не очень много, потому что как бы это всегда вопрос о том, является ли это канонизированным, или это народные религиозные верования вне как бы канонизации и так далее. Это почитание святых мест, вот таких объектов тоже несколько. Это пламенные младенцы в Кировской области, такой известный крестный ход, который осуществляется в день Ильи Пророка,
то есть привязан к календарю, да, это почитание Николиной горы в Ульяновской области, где понятно, что это место связано с двумя Николами, зимним и летним, ну и Варварин ключ в Ярославской области, который связан с почитанием Дня Святой Варвары 17 декабря, да, как бы там тоже совершается целый ряд народных действий. Ну и, наконец, не могу не обратить ваше внимание на то, что календарные обряды могут оказаться в разделе технологии. Да, в народной кулинарии очень часто описывается обрядовая выпечка, обрядовое печенье. Вот одним из таких объектов является обрядовая выпечка Грайворонского района Белгородской области. Вот мы видим на экране печенье в виде птички, да, это так называемый жаворонок южно-русский, который как бы совершенно четко печется на день 40 мучеников вот в Грайворонском районе. Мы можем посмотреть как бы другие объекты, да, если нам повернут следующий кадр, то мы вот увидим, да, мы видим обрядовое печенье, многие из которых как бы тоже связаны с календарем. Ну и, наконец, собственно говоря, как бы календарь может вылезти в такой редкой категории, как народные игры, традиционные единоборства и состязания. Вот, например, в Тамбовской области народные игры, так называемые атмановские кулачки, категория, описание, которое связано с такой деревней, как Атманов угол, и там как бы проводятся традиционные кулачные бои, кстати, на праздник Воздвижения, да, как бы очень четко календарно приуроченный, который считается днем данного населенного пункта, да, поскольку у них церковь была и был престольный праздник, вот как бы традиция возобновилась и сейчас уже как бы становится таким как бы брендом этой территории. Вот мне кажется, что я привела, в общем, все примеры, которые есть. Мы могли бы как бы руководствоваться этим, да, как неким таким пособием и понимать, что народный календарь – это самое, с одной стороны, привлекательное, но с другой стороны и самое опасное, да, с точки зрения описания объектов явления, потому что скрывается очень много подводных камней, и как бы надо быть как бы при подготовке таких описаний крайне осторожными. Да. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.